Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Трижды Всемирные игры кочевников проходили в Кыргызстане. После было принято решение, что четвертые по счету культурно-спортивные соревнования проведут в Турции. Как стало известно, четвертые Всемирные игры пройдут в культурном центре Бурса. Информацию о проведении Всемирных игр кочевников сообщил министр молодежи и спорта Турции Межмет Мухарем Хасапоглы, когда говорил о деятельности Турции на международной арене. Всемирные игры кочевников 3 раза подряд, 2014, 2016 и 2018 годы, проходили в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Бренд международного мероприятия был создан в Кыргызстане. В 2020 году эстафету передали Турции. Министр обещает, что Всемирные игры кочевников пройдут на высоком уровне в Бурсе. Уважаемые зрители, пользуясь случаем, мы познакомим вас с городом Бурса. Бурса. Первая столица Османской империи, четвертый по величине город Турции после Стамбула, Анкары и Измира. Бурса расположена у подножия горы Улудаг и находится всего в 156 километрах к югу от Стамбула и в 28 километрах от побережья Мраморного моря. В древности гору Улудаг называли Мизийским Олимпом. Согласно легенде, именно с вершины этой горы боги наблюдали за ходом Троянской войны. Бурса, как и большинство населенных пунктов Турции, имеет богатую историю и пережила множество исторических эпох, каждая из которых оставила здесь свой отпечаток. Город Бурса – это яркий пример декорирования мечетей ранней османской архитектуры, фасад которой облагорожен белым мрамором, залы же облицованы изразцами зеленого и голубого цветов. Зеленый мавзолей – восьмигранное сооружение, покрытое конусообразным куполом. Мавзолей был построен для султана Мехмеда II Челеби за 40 дней до его смерти. Также в этот комплекс входит и зеленый медресе, здание которого ныне используется как музей турецкого и исламского искусства Бурсы. Бурса – один из древнейших городов мира, занимает особое место в истории Турции. Это первая столица османов, перипетии создания государства которых хорошо известны любителям турецких сериалов. И отсюда же началось возрождение османского государства, которое оказалось навсегда уничтожено завоевателями в начале 15 века. Жители Бурсы по праву гордятся своим городом и являются гостеприимными хозяевами. В городе много достопримечательностей.
Например, знаменитая зеленая мечеть – это памятник архитектуры. Султан Мухаммад пригласил лучших на тот момент зодчих, резчиков по камню и каллиграфов, итог работы которых и сейчас вызывает восхищение. Şu anda Bursa'mızın manevi şahsiyetlerinden Emir Sultan Hazretlerinin türbesindeyiz. Действительно, османиты не просто занимались завоеваниями, а они после себя оставляли великий след для всего человечества, в частности для мусульман. Больницы, мадресе, мечети, джами. Эти были люди, которые действительно подняли ислам на совершенно невидимые для человеческой цивилизации пьедестал. Это наша гордость. Они, захватив Бурсу, они ее не разрушили. Они, значит, сделали ее больше, краше. Они создали на основе этого города, этих мест новую цивилизацию, османскую цивилизацию. Onların sözlerini tutunca Allah da onları muzaffer kılıyor. Osman Bey'e Şehede Vali, Orhan Gazi Han'a bu mübarekler, diğerlerine de işte Sultan Fatih'e, Akşemseddin'in olduğu gibi bizler hem zahiri sultanlarımızı hem de batini sultanlarımızı asla unutmamalıyız. Другими значимыми достопримечательностями города являются шелковый рынок Козахан, который был возведен в 1490 году рядом с мечетью Улу, где и сегодня, как и 500 лет назад, торгуют шелком и разнообразными шелковыми изделиями. И комплекс Мурадие или комплекс султана Мурада II, построенный в 1426 году, в который входят мечеть, медресе, хамам и 12 мавзолеев, принадлежащих османской семье. Все эти памятники раннеосманской архитектуры Бурсы вместе с сохранившейся османской деревней Джумалы-Кызык внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. А сам город, несмотря на то, что давно является индустриальным центром с населением более миллиона человек, сохранил удивительную атмосферу одухотворенности и покоя. Поэтому не случайно, что не только иностранные туристы, но и жители самой Турции с большим желанием приезжают сюда снова и снова. Слово «благотворительность» означает буквально творить благо, то есть сделать кого-то счастливее и радостнее в жизни. Другими словами, благотворительность – это бескорыстная деятельность для блага окружающих. Нужно быть благодарным за все, что дает нам жизнь. Нужно быть благодарным всем – Аллаху, родителям и детям, природе, людям. Причем чувство благодарности должно присутствовать в нас независимо от поведения окружающих. Благотворительность – отличный способ поддержать единство всех живущих существ, обитающих на Земле. Помните, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Добрые дела всегда возвращаются к тем, кто их делает. Поэтому, попав в трудную жизненную ситуацию, ты сможешь рассчитывать на помощь. Оказывая помощь людям, ты, возможно, заглаживаешь какой-то неблаговидный поступок, совершенный в прошлом. Это дает возможность успокоить свою совесть. Помогая людям, мы сохраняем человечность, не даем сердцу очерстветь, стряхиваем с себя груз цинизма, который неизбежно появляется с годами. Гость нашей рубрики – супруга посла Турецкой Республики в Кыргызской Республике Василики Фырат. Мы обратились к ней с некоторыми вопросами. Легко быть супругой посла? Постоянные приемы, встречи, мероприятия? Если сказать, быть супругой чрезвычайно полномочного посла, для меня это не так сложно, поскольку я до этого тоже работала и работала очень в объемных режимах, соответственно, и поэтому для меня это как-то, можно сказать, привычки вещей, но тем не менее я также люблю своего супруга, я всегда буду рядом с ним. Он очень такой человек, который всегда смотрит с точки зрения справедливости, и я действительно уважаю его за это. И в целом, если сказать, независимо от работы или в целом, я всегда буду рядом с ним, и если будет такая необходимость, я всегда готова его поддерживать и работать вместе. До этого я работала в Греции, в Афинах, в Министерстве финансов. Там именно работала в отделе по налогам. А потом я обратилась в соответствующий орган, и меня назначили в Париж, и где я действительно и познакомился со своим мужем. Прошло уже достаточно времени, как вы находитесь здесь, в Кыргызстане, и активно трудитесь. Что вы успели сделать за этот период времени? Мы в Кыргызстане около 2 лет, и, честно говоря, за это время мы, оказывается, сделали очень много проектов, воплотили в жизнь. Я, честно говоря, только сейчас заметила то, что очень многое было сделано. Если посмотреть назад, то действительно мы эти проекты в целом начали очень, с малого, а потом каждым годом, с каждым днем мы могли это как-то увеличить. Честно говоря, прежде чем что-то начинать, в первую очередь нужно будет узнать саму страну, и когда ты узнаешь саму страну, у тебя появляется больше возможностей что-то сделать. Если посмотреть, то какой маленький проект, с чего это началось, Кыргызско-Русский славянский университет, они к нам обратились за помощью, они проводили, оказывается, такую выставку, ярмарку, и они попросили у нас помощи, чтобы мы могли им оказать содействие и, как говорится, ознакомить Турцию. И мы, конечно же, со всеми супругами дипломатов собрались, и мы собрали все, что мы могли сделать. Это мы приготовили семит, приготовили булочки, всякие пряности, и мы, получается, участвовали на этой выставке. И я, получается, как супруга посла, тоже приняла участие вместе со всеми. И, получается, мы на улице, продавали эти же булочки, сделали все возможное, от нас зависящее. То есть с этого все и началось. А сейчас, можно сказать, наши проекты, они немного увеличились, немного стали более масштабнее. Например, в Хаят-отеле будет проводиться такая же ярмарка, выставка, и мы, получается, с собранных средств будем закупать кровь, поскольку для именно детей, больных лейкемией. Поскольку в Кыргызстане здесь есть очень такая востребованность и необходимость для крови, даже если у тебя есть деньги, например, ты не можешь найти соответствующую кровь. Поэтому мы решили оказать содействие в таком плане. Скажите, из чего исходит вся ваша деятельность? Это можно считать как должное человеческое отношение к людям, помощь нуждающимся или поддержка мужа-дипломата? Честно говоря, первый источник, из-за чего я это делаю, это для меня послужила мой дедушка. Когда я была маленькая, у нас действительно в Греции очень много оливковых деревьев, и, соответственно, мы получаем оливковое масло. И мой дедушка, он очень много занимался благотворительностью, и когда оливки начали появляться, мы получали от них оливковое масло, и мы вместе с дедушкой ходили по детским домам, по домам престарелых и раздавали им оливковое масло. И это было именно с целью благотворительности. То есть для меня это было начало моей пути, который я сейчас до сих пор продолжаю. И за это я очень благодарна моему дедушке, за то, что он привил мне эту любовь и это чувство. И по сегодняшний день я до сих пор продолжаю его эту деятельность, и для меня это очень важное значение имеет. Вы помогаете людям, занимаетесь благотворительностью, не выбирая по национальным признакам или по религии. Все делаете во имя добра и человечества. Что вы скажете по этому поводу?
Как я до этого говорила, мы начинали очень с малых проектов в первые годы. И именно из таких одних проектов в Кыргызстане, в Бишкеке есть детский дом, где мы, честно говоря, очень часто ездим, очень часто с ними общаемся и посещаем их, соответственно. И вместе с ними, с этими детьми мы уже стали как одна большая семья. И мы каждый раз, когда ездим, мы делаем им маленькие сюрпризы, мы накрываем стол, мы готовим плов, мы готовим всякие пряности. И после того, как накрываем, мы приглашаем этих детей и собираемся за одним большим столом, и это чувствуется. И действительно, этим детям нужна очень особая забота, что мы и стараемся делать. И мы это делаем именно с супругами, получается, с женщинами дипломатов, в том числе и в целом, да, женщинами. И если так посмотреть, когда мы первый раз поехали в этот детский дом, дети в очень сложных ситуациях принимали душ, принимали ванну, соответственно, у них не было никаких условий, и это нас очень огорчило. И мы решили им сделать такой подарок. Мы закупили специальный, скажем так, стул, который поможет этим детям в очень комфортабельных условиях принимать ванну. Оно, получается, может иметь такую позицию, да, лежачую позицию, где дети могут, в принципе, не на земле, а вот в этих принимать, да, как положено, принимать душ в целом. Ну, это как бы один из проектов. Есть у нас еще и другой проект, который мы вот в ближайшее время будем воплощать в жизнь. Это вот в Таласе. Там есть, мы вместе вот с женщинами собрались и контактировали с Красным полумесяцем Кыргызстана. И вот в Таласе, оказывается, есть детский дом, инвалиды, там около 2000 детей относятся к ним. И вот мы стараемся сейчас им оказать содействие, поскольку они в прошлом году только открылись, и у них очень много не хватающих оборудований, всяких там мебели и так далее. И мы будем им тоже помогать. Там они, конечно же, будут оказывать содействие в рамках тендера. Мы тоже, получается, приняли участие. И вот мы надеемся, что в декабре месяце мы этот проект будем воплощать в жизнь. Честно говоря, мы эти проекты делаем вместе с женщинами. В некоторых проектах даже сам господин посол и даже посольство не в курсе. Они узнают только после того, как мы это претворяем в жизнь. Поэтому у нас такая очень обширная деятельность. В ближайшее время мы проводим по поводу онкологических больных в целом, да, онкологический центр. В рамках с ними сотрудничества у нас есть вот два проекта, как до этого я говорила по поводу закупки крови для них, соответственно. И вот второй проект это по поводу маммографа. Вот вы подумайте, мы сейчас стараемся выкупить большой ТИР, да, это получается большой грузовик, но этот грузовик будет оснащен всеми необходимыми оборудованием для вот определения рака молочной железы. То есть это получается мобильный маммограф в целом. И мы, получается, будем его закупать именно с Германии. И там онкологический центр предоставит нам 2 доктора, которые будут назначены для определения, да, вот этих больных в целом. И будут работать вот в этом мобильном маммографе. Получается, это что касается онкологических больных, а вот в ближайшее время, касательно других проектов, которые мы стараемся воплотить в жизнь, мы надеемся, что на этой неделе этот проект уже завершится. Этот проект касается одной женщины, у нее нет одной ноги, и она, получается, пользуется протезом. Но этот протез очень старый и старого вида, и очень тяжелый для ношения в целом. И действительно для нее это очень тяжелая жизнь, поскольку она живет очень, на многоэтажном доме, и для нее спускаться и подниматься по лестнице даже элементарно очень сложно. И у нее есть сын, которому 7 лет, соответственно, и у нее нету таких финансовых возможностей, чтобы закупить новую. И мы вот постарались ей помочь в этом плане, и на этой неделе она собирается поехать в Казахстан, и там она, получается, около недели будет в больнице, и ей уже предоставят новый протез. Этот протез был заказан, все вот эти необходимые части были заказаны с Америки. К сожалению, мы посмотрели, в Кыргызстане, оказать помощь в таком плане не предоставляется возможным, соответственно, но вот в ближайшем Казахстане, в Алмате есть такая возможность. И вот мы заказали этот протез. Она будет неделю там находиться и уже приедет с новым протезом. Этот протез ей позволит более комфортабельно двигаться, более мобильно двигаться и, соответственно, очень положительно повлияет на ее жизнь, что в свою очередь повлияет жизнь на вот этого 7-летнего ребенка, поскольку это даст ей возможность получить, может быть, более такую хорошую работу, соответственно, и также повлияет на жизнь самого ребенка. Поэтому, если так посмотреть, новый протез – это новая жизнь. Dünyanın farklı noktalarında, mesela Suriye'de, Karabağ'da, Somali'de gözyaşı ailelerimiz var, şehitlerimiz var.
Все прекрасно знают, что в различных регионах мира, например, в Сомали, в Сирии, в Карабахе, по разным причинам погибают невинные люди. Естественно, в таких случаях в первую очередь страдают матери, дети, пожилые люди. Какую роль может сыграть женщина, чтобы предотвратить все это? В этом смысле мы как бы имеем солидарную в целом понятие. Как вы знаете, в Турции есть фонд Мехмедчик, и мы как мама, да, как матери, как сестры действительно делаем все возможное в рамках своих возможностей оказать содействие. И вот этому фонду мы направили определенное количество денежных средств, поскольку этот фонд оказывает содействие именно тем детям, которые остались без отцов и которым необходима определенная помощь для дальнейшего развития этих детей, соответственно, для их образования. И мы, получается, как мама, как вообще как человек, делаем в рамках своей возможности самое малое, то, что мы можем, это вот делать такие пожертвования, которые в последующем идут на образование этих же детей. То есть в этом смысле мы поддерживаем. Что я хотела бы сказать всем матерям, да, этого мира: давайте будем действовать от сердца. И если мы что-то делаем, будем делать это от чистого сердца в целом. Поскольку мы в первую очередь должны думать, какой мир мы будем оставлять своим детям. Конечно же, если мы хотим оставить им лучшую жизнь и лучший мир в целом, то мы должны действовать и целенаправленно идти к этому. И думать не только именно в той точке или же в той географии, где мы находимся, да, а именно думать глобально и очень расширенно. Поэтому, если каждый человек будет действовать с такой точки зрения, то, соответственно, будущее наших детей будет намного светлым. Вы достаточное количество времени живете в Кыргызстане. Вы уже познакомились с местными женщинами. Какие они, кыргызские женщины? Ну, кыргызские женщины, как только я о них узнала, я могу сказать, что они очень трудолюбивые, как пчелки, они все время работают. И действительно, если так посмотреть, они являются примером для всего мира, поскольку вот за каждым успехом, если посмотрите, всегда есть женщины. И они никогда, не покладая рук, все время работают, и для меня действительно они пример для подражания в целом, да, и, честно говоря, рядом с ними мне кажется, что я очень мало делаю и очень мало работаю в этом смысле. Поэтому я хочу именно выразить им огромнейшее уважение, свое как бы личное уважение. Ben size bazı işlerimiz göstermek isterim çünkü elçilikteki hanımlar gerçekten... Хотела бы показать некоторые работы, которые мы делаем вместе с женщинами посольства. Как я и до этого говорила, они тоже работают как пчелки, все время очень трудолюбивые и все время чем-то мы занимаемся. И в первый год, когда мы приехали, мы начали получать уроки по изготовлению войлока. И вот как вы здесь видите, мы делаем именно вот такие вот, ну, можно сказать, рисунки, да, которые, ну, множество из них действительно уже мы продали, мы принимаем участие во всяких там выставках, ярмарках и продаем, и полученных средств мы как бы используем для ведения благотворительности в целом. И вот здесь есть работы госпожи Дурай Унал, она является супругой советника по делам религии, и здесь, как вы видите, в основном мы использовали именно мотивы турецкого стиля, вот тюльпаны, гвоздики и так далее. Многие работы, как я и говорю, мы уже продали, и потом в дальнейшем, это вот был первый год, потом в дальнейшем мы начали получать более сложные, скажем так, уроки. И вот здесь, получается, вы видите подушки для диванов, соответственно, здесь уже более имеет такой кыргызский орнамент, но тем не менее очень сложно его выполнять, и мы начали уже работать по вот этому направлению. Ну вот что касается уроки, которые мы получали уже во второй год, как вы видите, мы здесь уже получили, вот есть организация ТИКа, делают такие спецкурсы по шитью. Соответственно, и мы тоже получили, как ученики пошли и получили эти уроки, и как здесь видите, мы делаем определенные продукции, которые предназначены для детей, которые, можно сказать, мы сумки делали, подушечки делали в виде сердца для них в целом, и также мы сделали такие сумки, специально предназначенные для тарелок с едой, соответственно. Если, предположим, какой-то, ну, не сухое, а не основное, а в виде супов и так далее, то можно будет его очень аккуратно переносить
ну, с одной точки в другую. И мы в прошлом году вот участвуем, как я до этого говорила, в всяких ярмарках, и мы вот в рамках этих ярмарок продали около 150 таких сумочек. То есть, в принципе, и у людей есть и интерес к этому, и действительно оно имеет такой спрос, да, в рынке. То есть не сейчас наши женщины посольства, они это обучились именно с нуля, то есть никто из них не знал, как шить, соответственно, профессионально, скажем так. А сейчас они уже воплощают в жизнь и уже производят что-то. Производить недостаточно, конечно же, нужно еще и это все продать, соответственно. Что, как бы сказать, в этом смысле очень важная работа была проделана. И вот также хочу показать очень такую особенную работу, которая имеет важное значение для нас. Это вот, получается, картина, это все полностью сделано из войлока, и это полностью является ручная работа. Здесь в Кыргызстане есть женщина, она, получается, инвалид, и у нее есть только левая рука, которая может что-то делать, соответственно. И она до этого сама своими руками делала вот такие вот, получается, картины, и сама от руки это все шила. Но мы потом ей выкупили определенную машинку для шитья, которая именно делает такие узоры кыргызского стиля, кыргызского орнамента. Эту картину она нам, получается, панно она принесла нам в качестве благодарности, в качестве подарка. И мы, конечно же, каждый раз, когда ее видим, для нас это является таким вдохновением в целом, да, чтобы творить еще больше. И действительно для нее было очень сложно, поскольку до покупки этой машинки она, получается, или сама ночью сидела и это все шила, или ходила к кому-нибудь, у которого есть такая машинка, ночью, чтобы никого не беспокоить, и творила вот такие чудесные вещи. И вот хотела бы еще кое-что добавить. Мы, как представляем, в целом наше сердце бьется и за Турцию, так и за Кыргызстан в целом, если посмотреть. То есть мы, например, оказываем благотворительную деятельность не только на территории Кыргызстана, но и в Турции. То есть в Турции, кроме фонда Мехмедчит, куда мы направляем определенные денежные средства, там же также есть общественное объединение, членами которого являются супруги дипломатов по всему миру, получается. И они раз в год проводят очень такую большую выставку-ярмарку, и там продают определенные вещи с каждых стран, посольства, которые отправляют им туда. И в этом году у нас как раз будет такая выставка, и в следующем году, и для следующей выставки для следующего года мы уже начали готовиться сегодня. Вот в прошлом году, когда мы отправили около 190 вещей, и все эти вещи были проданы, соответственно. И все изысканные средства с этой ярмарки, они также уходят на благотворительность полностью. И мы там, вот в этой выставке, уже представляем Кыргызстан, да, скажем так. Поэтому действительно очень такая большая и очень масштабная работа проводится. И вот эти все вещи, которые мы отправляем для этой выставки, полностью работы наших супруг-дипломатов, наших женщин, да, посольства. В целом они своими руками делают это все от души, от чистого сердца, с таким вдохновением. И делают это у нас, получается, в резиденции. Мы вот в определенное время собираемся с этими женщинами и вот проводим вместе совместно такое приятное и в тот же момент полезное время. Вы как мать, как женщина, какой ваш призыв, каковы ваши пожелания к женщинам всего мира? Действительно, сегодня вот погодные условия нам дали снег, получается, это первый снег, и снимать репортаж именно в такой день, это означает то, что будет очень много добра, очень много милости, и я надеюсь, что это будет. Друзья, я нахожусь возле клиники Кудрет Көз Бишкек, и почему она попала в поле нашего зрения? Дело в том, что много уникального и особенного есть в этой клинике, и это станет понятным по ходу нашего рассказа. Но при этом эта клиника работает, пожалуй, самым нежным органом, самым уникальным органом нашего организма. Я имею в виду орган зрения. Здравствуйте, Дарья. Скажите, пожалуйста, что уникального есть в вашей клинике? Клиника Кудрет Көз Бишкек является филиалом международной одноименной группы клиник. В нее входят 3 госпиталя в Турции, 2 клиники в Германии, 1 в Азербайджане. Наш первый госпиталь был открыт 18 лет тому назад в Анкаре. А вот в течение последних 5 лет мы принимали пациентов из Кыргызстана. Но этого нам показалось недостаточным. И было принято решение открыть больницу здесь, в Бишкеке.
Мы теперь сможем принимать пациентов со всех регионов Центральной Азии и предоставить им медицинские услуги мирового уровня в области офтальмологии. И наша цель – сделать Кыргызстан центром медицинского туризма. Еще одну очень интересную информацию я узнал о клинике Кудреткөз Бишкек. Оказывается, здесь внедрены и проводятся те операции, которые в Кыргызстане еще не проводились, а именно операции и лечение сетчатки глаза. И одним из ведущих специалистов данной клиники является господин Хусейн. Я доктор-офтальмолог с 30-летним стажем, а также занимаюсь изучением сетчатки глаза на протяжении 25 лет. Нашей главной задачей, на мой взгляд, является внедрение современных методик хирургического лечения патологии глаза на уровне ведущих мировых клиник. А для этого у нас есть все. И опыт наших специалистов, и современное оборудование. Ранее для лечения некоторых заболеваний глаза, например, патологии сетчатки, гражданам Кыргызстана приходилось выезжать за границу, а теперь этого делать не нужно. Достаточно обратиться к нам. Наши технические возможности позволяют нам лечить практически все офтальмологические заболевания, даже те, которые требуют оперативного вмешательства. Могу с уверенностью сказать, что кыргызстанцы могут прийти к нам и получить качественное лечение мирового уровня. А еще в клинике Кудреткөз используют аппаратуру, которая не имеет аналогов в Кыргызстане, верно? Да, верно. Рядом со мной находится Алтынай, который нас поближе познакомит со всей этой аппаратурой. Скажите, пожалуйста, вот мы находимся здесь, что я вижу? Это у нас кераторефрактометр. То есть одновременно снимаем аномалии рефракции, то есть какая степень миопии, гиперметрии, астигматизма мы можем определить. Бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления. То есть здесь исключается абсолютно человеческий фактор, вот, да, который ошибки, все делает, аппарат делает все самостоятельно. Что у нас тут еще? Вот мне интересно вот этот аппарат. Этот аппарат называется EOL Master, тоже, то есть аналогов нет у нас в Кыргызстане, для точного измерения интраокулярной линзы. Чтобы подобрать точную диоптрию, то есть этот аппарат нам помогает. То есть абсолютно новый, то есть дает точные результаты. А вот этот интересный аппарат? Этот аппарат называется у нас ОКТ или оптическая когерентная томография. То есть, одним словом, томография сетчатки. Знаете, я что еще увидел? Вот заходя сюда, недалеко, увидел табличку «Аргун лазер». Так, это у нас Як-лазер, а это у нас Аргон-лазер. То есть, вкратце сказать, задняя капсула тоже хрустальки иногда мутнеет. Да, бывает такое. Да, и можем лазером просто очистить это. То есть то, что не пропускает свет, можете очистить? Да. Раньше это было невозможно практически. Хорошо, а это у нас? А это у нас аргон-лазер. Это уже направлен на сетчатку, то есть, скажем, при таких серьезных заболеваниях, при диабетической ретинопатии, при разрывах сетчатки, при центральной циррозной форме ретинопатии можно делать отграничивающие лазеры. То есть лазерное лечение. Да. В этом кабинете производится лазерное лечение. Здесь у нас кабинет, то есть находится два аппарата. Периметр Хамфри, который является золотым стандартом при диагностике глаукомы. И второй аппарат флуоресцентная ангиография сетчатки. То есть вы полностью смотрите, где какой сосуд как проходит и не заблокирован ли кровоток в этом сосуде. Как же можно резюмировать наш рассказ? Да, мировая медицина не стоит на месте, и медицинские технологии развиваются стремительно. И наша республика, наше здравоохранение нуждается в своеобразном локомотиве, который бы внедрял мировые стандарты в нашу жизнь. И одним из таких локомотивов является клиника Кудреткөз Бишкек. Кыргызско-турецкая строительная фирма «Босфор Аква» была создана 14 лет назад в Бишкеке. Компания занимается строительством бассейнов, фонтанов, турецких хамамов и укладкой спортивных покрытий. Сегодня сотнями фирм по всему миру выпускается огромное количество разнообразного оборудования для обслуживания бассейнов, для фильтрации и обработки воды, для лечебных и спортивных целей, для развлечений и украшения. Все это оборудование поставляется из Турции. Строительная фирма «Босфор Аква» первая и единственная по возведению аквапарков в Кыргызстане.
Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.